Нация не рождается благородной, а становится ею в процессе нравственного воспитания. И это воспитание ребенок получает в первую очередь от любящей мамы. Образ женщины-матери у всех народов во все времена вызывал особые чувства, ведь именно ей мы благодарны за появление на свет. Она никогда не учит нас плохому и всегда оберегает. Она имела не меньше прав, чем мужчины. В прежние времена в чеченском обществе даже существовал некий институт женского самоуправления – Мелх-Азни. В каждом ауле из числа самых достойных избиралась молодая девушка, которая присутствовала на совете старейшин, и последнее слово в разрешении бытовых споров всегда принадлежало ей. Зачастую, когда у мужчин в бою уже практически не оставалось сил, на возвышенность взбиралась девушка и под веселые звуки гармонии танцевала в белом национальном платье. Таким образом, с одной стороны, она поднимала воинский дух у соплеменников, а с другой вызывала обескураженность у врагов. Девушка танцевала до тех пор, пока ее не настигало вражеское оружие. Значимость чеченской женщины можно определить и потому, как любой конфликт в обществе, даже бой между мужчинами, каким бы кровным он ни был, мог быть остановлен по воле женщины. Когда двое встретившихся кровников выхватывали кинжалы, чтобы нанести смертельные удары, остановить их могла только женщина, бросив между ними платок, снятый с головы. В соответствии с этим красивым и по-рыцарски благородным обычаем, белый женский платок до сих пор в чеченском обществе является символом мира и добра. Когда враг нападал на чеченскую землю, и мужчины готовились к ее защите, перед началом боя впереди войска выходила на белом коне самая достойная, самая красивая девушка в белом наряде, и бой начинался только после того, как она опускала первую стрелу в сторону врага. Как не сказать о наших женщинах, героических женщинах, которые ради вот этой нашей свободы, ради того, что вот этого праздника и всего отдали своих сыновей. Праздник заслуживает наших героических женщин. Чеченской женщине, наряду с внешней красотой, всегда ценились чисто мужские качества. Но есть в истории чеченского народа и такие женщины, которые заслуживают отдельного признания и уважения. История о женщинах из аула Дади-Юрт спустя почти 200 лет до сих пор поражает любого слушателя. На рассвете 15 сентября 1819 года, в годы Кавказской войны, по приказу Ермолова царские войска напали на мирное селение Дади-Юрт, расположенного на правом берегу Терека. Данный аул считался тогда одним из красивейших на чеченской земле. Он славился храбростью и трудолюбием жителей, красотой, благородством и скромностью женщин. Именно поэтому он и был выбран Ермоловым, так как его покорение стало бы устрашающим фактором перед жителями других чеченских селений. Однако во время боя защитники аула проявили чудеса храбрости. Но царские войска не удивились храбрости и мужеству горцев. Они уже не раз убеждались в их феноменальной отваге. Военных поразила и восхитила отвага чеченских женщин. Бесстрашная воительница Айбика, дочь основателя аула Дади Центароевского, с другими девушками, собравшимися перед мечетью, игрой на модной чаре и песнями вдохновляли защитников селения, помогали перевязывать раны и подносили мужчинам боеприпасы. Вскоре у защитников аула закончились ружейные заряды. Чеченцы бросились с кинжалами на штыки, но не сдавались. Под стать им были и женщины. Ужасный бой продолжался 5 часов, но селение было взято. Среди захваченных в плен оказались 46 молодых девушек. Во время переправы через Терек, не желая переносить унижение и надругательство в плену, они бросились в бурную реку, хватая и унося с собой своих конвоиров. Позору в этой жизни они предпочли смерть. Когда о храбрости женщин Дади-Юрта рассказали президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову, он, недолго думая, принял решение увековечить их память. В нынешнем году впервые в республике будет отмечен новый праздник – День чеченской женщины. Третье воскресенье сентября станет одним из главных праздников у чеченцев. Чеченский народ имеет трудную историю и тяжелую судьбу, и чеченка брала на себя в равной с мужчиной степени ответственность за нее. Вот почему активная жизненная позиция – это характерная черта и современной чеченской женщины. Женщина выполняет и мужскую работу, и детей воспитывает. И хоть один день в году должен уделяться женщине. Мужчины чеченского народа, на долю которого непрерывно выпадают тяжелые испытания, всегда знали цену женщины, способной в трудную минуту подставить свое хрупкое плечо и быть верным другом, соратником, помощником. Чеченская женщина во все времена на своих плечах выносила тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями истории народа в XVIII-XIX веках. В
период депортации народа, а также во время 2 военных кампаний. За последние годы чеченская женщина не раз доказывала, что готова отдать все свои силы ради спасения близких, во имя спасения нации. А те, кто забывает о чести и совести, они есть всюду, у любого народа, и может быть больше, чем у нас. Говорить, что мы не изменились, нельзя, потому что это не так. Век прогресса каждый день вносит в нашу жизнь свои коррективы, и это отражается на образе жизни современных чеченцев, на их морально-нравственном поведении. Но несмотря на то, что мы называем хранительницей нации именно женщину, не одна она повинна в том, что сегодня происходит в этой суровой жизни. Женщина как была матерью или сестрой, так и остается. Она всегда первой придет на помощь в самое трудное время. Об этом свидетельствует и тот факт, что в период 2 чеченских кампаний именно женщина не допустила гуманитарной катастрофы. Во время тотальной безработицы в Чечне женщины кормили свои семьи, зарабатывая торговлей. А сколько было случаев, когда они спасали жизни своих мужчин. Но они продолжали подвергать себя нечеловеческим тяготам, чтобы сохранить семейные очаги, чтобы спасти от голодной смерти родных. Я знаю, что значит моя женщина, моей нации женщины, и отдаю им должное. Они во всех тяжелых точках, везде проходили женщины, добивались всего, чтобы продержаться, прокормить свою семью в холод, зной. Сегодня мы мало знаем о знаменитых чеченках, но не упомянуть легендарную Лялю Насуханову было бы несправедливо. Именно она стала первой летчицей-чеченкой, заслуженным мастером спорта СССР по самолетному спорту. В 1964 году ее назначают командиром авиационного звена. До нее ни одна женщина в бывшем Советском Союзе не удостаивалась такой должности. 4 раза она пыталась попасть в отряд космонавтов Советского Союза, но клеймо представительницы народа спецпереселенца каждый раз давала о себе знать. У нее была интересная и уникальная судьба. Насуханова проработала в авиации 23 года. Последние 4 из них была командиром звена реактивных истребителей МиГ-17. Время, проведенное ею в небе, в общей сложности составляет более 2500 часов. Она совершила более 100 прыжков с парашютом, обучила летному мастерству более 200 молодых специалистов и вошла в десятку лучших летчиков СССР. Она мечтала вновь увидеть свою родину мирной и благополучной, но, увы. Ляля Насуханова скончалась после продолжительной тяжелой болезни в январе 2000 года, незадолго до этого отметив свой 60-летний юбилей. В связи с военными действиями в Чеченской Республике она была похоронена во Владикавказе. А кто не слышал имени непревзойденной Баны Гайтукаевой или Марьям Айдамировой, эти женщины внесли большой вклад в культуру республики. Менее известны сегодня нам имена Заримы Ибрагимовой, старшего научного сотрудника Центра арабских исследований Института востоковедения РАН, или имя Зулай Хамидовой, которая в нашей истории стала первой женщиной-доктором филологических наук. Нельзя обойти и Аймани Кадырову. Помимо многих человеческих качеств, природа наделила ее золотым сердцем. Вот уже 5 лет она стоит во главе общественного регионального фонда имени Героя России Ахмада Кадырова. Ежедневно на ее имя поступает около 100 писем с просьбой о помощи, и ни одно из них не остается без должного внимания. Все эти женщины имеют свои заслуги и свое признание, но в одном они едины. Ведь какими бы сильными они ни были, какими бы подвиги они ни совершали, они всегда остаются прежде всего женщинами, хрупкими и нежными, любящими и красивыми. Каждый раз, когда наш народ испытывает катаклизмы, наши женщины достаются больше всего. При этом, когда в результате потрясений происходит деградация общества, ослабевают морально-нравственные устои и во всех грехах опять же обвиняют женщину. Каждая эпоха приносила ей новые испытания. Сегодня современная мода диктует, что и где одевать, и эту моду мы всячески отвергаем. Но при этом мы забываем, что чеченская женщина никогда не носила паранджу, но одежда и изящный платок на голове подчеркивала ее природную красоту. Чеченская женщина всегда была равной среди равных. Во все времена женщина Нохче всегда была прежде всего матерью, хранительницей духовного очага нации. Она закладывала и культивировала нравственно-этические начала, была первым наставником. Недаром на Востоке говорят: воспитая мальчика, воспитаешь мужчину, воспитывая девочку, воспитаешь нацию.